Ахмед, ты ранее критиковал Эмират Кавказ, критиковал те джаматы, которые воевали в Сирии, то есть их методология некоторых сотрудников этих джаматов говорил, что они способствуют ФСБ, либо они сотрудники ФСБ. Но сейчас на днях мы видели, как Рустам Ажиев, Абдул Хаким, который ранее был в Эмират Кавказе, потом он был эмиром одного из джаматов, которые воевали в Сирии. И мы просто хотим понять, как так получилось, что такой человек, который в разных идеологиях, в разных вот, таких неоспоримых фактах, сейчас оказался рядом с тобой, и вроде бы ты ему дал должность главнокомандующего, да? Исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего. Можешь рассказать, вот как так получилось, что такой человек сейчас находится рядом с тобой, рядом с теми людьми, которые, в Абоне, да, с вами? Да, я скажу, конечно скажу. Я скажу больше, то, что вы еще не знаете, никто не знает, потому что вот это постановление я буквально за 10-15 минут назад только подписал. Рустам Ажиев, Руслан Ажиев, Абдул Хаким Ажиев, он назначен заместителем министра обороны Чеченской Республики Ичкерия и начальником управления военной разведки. И ему поручено разработать штатное расписание, подготовить штат и приступить к этим обязанностям. А теперь касательно первой части вашего вопроса. Это вопросы надо будет задать ему. Я никогда участников так называемого Кавказского Эмирата, тех бойцов, которые были введены в заблуждение и искренне верили в то, что они делают действительно благое дело и во имя Всевышнего, и во имя будущего чеченского народа, я их никогда не обзывал и не называл сотрудниками ФСБ. Я говорил, что этот проект, он является проектом ФСБ. Я продолжаю утверждать это, потому что у меня для этого есть абсолютные доказательства, которые я приводил и тогда, когда это произошло. Я приводил и говорил об этом за 10 месяцев до того, как было провозглашено так называемый Кавказский Эмират. И все эти годы, кто интересовался этими вопросами, я об этом говорил. А теперь касательно вопроса. Дело в том, что с первых дней провозглашения независимости и с 18 ноября 1994 года, как только я приступил к служебным обязанностям, я был назначен министром культуры Джохаром Дудаем. 18 ноября я вышел на работу. 26 ноября уже практически началась война. И с этого времени я ни на минуту не отступал от позиции государственности, от позиции того, что у чеченцев должно быть свое государство, и мы должны бороться. Я являюсь таким очень махровым государственником в этом отношении, потому что я считаю, что наличие государства у чеченского народа есть будущее, если у нас есть наше государство. Если у нас нет нашего государства, мы постепенно обречены на то, чтобы мы перестали существовать как этнос. И я все это понимал, и всегда понимал это, и поэтому я придерживался этой линии. И если говорить конкретно о Кавказском Эмирате, вы знаете, Докко Умаров, который зачитал это заявление, он являлся моим ближайшим соратником, моим другом, потому что у нас были очень не просто отношения как соратников. Мы с первой войны были знакомы, у нас с ним сложились дружеские отношения. Мы были знакомы с семьями. И, конечно, для меня было это совершенно неожиданным, когда Докко Умаров зачитал это заявление, будучи тогда министром иностранных дел, я не был поставлен в известность о том, что происходят такие перемены. Более того, я не получил ответа от людей, которым я поручил и сказал за 10 месяцев до этого, что вот такая провокация ожидает нас, что ФСБ разработал этот проект и работает в этом ключе, и работает именно непосредственно с нашими людьми. И информацию эту я не мог довести до Докки Умарова, до своего президента, хотя я являлся министром иностранных дел. Всю информацию, которую я отправлял ему, она
оно блокировалось, и от него я не получал практически ничего. И исходя из этого, я пригласил на встречу, этот человек, он живой, он нас сейчас может слышать, ближайший, очень близкий человек, Докке Умарову, мне очень хорошо знакомый ему, и предложил ему привезти в Европу Шамсудди Батукаева, одного из ближайших соратников Докки, его брата Ваху Умарова, который находился в то время в Грузии, или, по-моему, уже в Турции он находился в это время, чтобы я им мог донести информацию о том, что готовит и какую провокацию готовит ФСБ. А откуда у меня была эта информация? Эту информацию мы получали, сейчас я могу об этом говорить, потому что человек уже, в принципе, не живой, и тот контакт, который мы имели еще тогда, вот этого контакта тоже уже нет. Поэтому его разоблачить, в принципе, невозможно будет. Поэтому я имею право говорить. Это были сотрудники Нальчикского управления ФСБ, где находился штаб по ситуации, где разрабатывались планы, мероприятия касательно всех действий, военных действий, спецмероприятий, которые проходили на территории Чеченской Республики. И это было еще с первой военной кампании. Штаб был формирован там. И у нас был источник информации благодаря Александру Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в Лондоне в 2007 году. Вот эту информацию, когда мы получили о том, что разрабатывается и готовится проект на то, чтобы подменить нашу государственность на организацию, естественно, это был очень тревожный сигнал. И до этого мы получали информацию от этих наших источников. И оно всегда оправдывалось. И я был уверен в том, что и на этот раз информацию, которую мы получили, она была правдивой. И я попытался это предотвратить, поставив в известность этому Докку Умарову, человека, которого я, кстати, этому тоже есть свидетели, рекомендовал Абдулхалиму Садулаеву в качестве вице-президента. У меня по сегодняшний день есть запись, которую я получил от Абдулхалима Садулаева после моей рекомендации и представления Докки Умарова в качестве вице-президента, где он меня благодарит и говорит, что это очень правильное решение, и он обязательно так и сделает. Он так и сделал, он назначил его вице-президентом. Я все эти подробности говорю, потому что было понятно, никакого личностного мотива в отношениях с Доккой у меня не было, кроме того, что я руководствовался из интересов чеченского государства и интересов чеченского народа. И это происходило именно в тот момент, когда Путин пытался перевести борьбу чеченского народа в разряд борьбы с международным терроризмом. В соответствии с тогдашней конъюнктурой 2005, 2006, 2007 год, этому способствовало очень много всего. И поэтому Путину очень необходимо было дать что-то такое, чтобы мир отвернулся от нас, отмахнулся от нас и принял его позицию по отношению к чеченской проблеме. Еще, я думаю, будет полезно для наших слушателей. Речь идет 2001 год, когда было совершено нападение на Соединенные Штаты Америки. Путин 24 февраля сделал заявление, открытое заявление. И вот представьте себе, с 11 сентября в 2001 году Путин за день дважды связывался с Бушем, выражая соболезнования, выражая свои симпатии. И 24 октября они уже сделали, вернее, даже в ближайший второй и третий день Путин сделал заявление о том, что они всецело поддерживают Соединенные Штаты Америки. И это происходило на фоне того, что Путин в это время практически не имел никаких каких-то стратегических выработанной стратегии по Соединенным Штатам Америки. Они не знали до конца, как будут выстраиваться отношения. Но несмотря на это, буквально за несколько дней Путин объявил о переломе во всех отношениях. Потому что такие переломные моменты не могут происходить за несколько дней. В политике особенно. Не за 2 дня, не за 3 дня. К этому долго готовиться. И вот 24 октября Путин выступил уже с широким заявлением, где он указывал на то, что он готов вступить в международную коалицию по борьбе с международным терроризмом после того, что произошло в Америке,
Там несколько стран сразу объявили о коалиции, о создании коалиции. Их было 5 или 6 натовских стран, западных стран. И Путин заявил, что он тоже готов. Но при этом он подчеркнул, что он требует от западного мира рассматривать войну в Чечне в контексте борьбы с международным терроризмом. Тогда американцы это не приняли. Вот в лице, и как это было понятно, тогдашний помощник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс, она выступила с ответным заявлением. И буквально вы можете и в прессе до сих пор найти это заявление. Она сказала о том, что Соединенные Штаты Америки не могут рассматривать законные требования чеченского народа на свою государственность в контексте борьбы с международным терроризмом. И вот тогда что произошло? Вот тогда в ближайшем окружении до меня эта информация доходила, я ее довел и до Аслана Мосхадова, они сказали, что ничего, в ближайшее время мы их заставим взять нашу сторону в этом конфликте. И вот эта работа российскими спецслужбами велась вот с того момента. Первая попытка перевести нашу борьбу в разряд международного терроризма была 22 октября, 23 октября, когда захватили Норд-Ост. Это была от начала до конца спецоперация российских спецслужб, что подтвердил в последующем Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за этот теракт. В последующем, когда это не сработало, да, это немного спугнуло европейских партнеров от нашей темы, ну, постепенно нам удалось переломить на Западе ситуацию, потому что русские то, что совершали в Чечне, оно не находило никакого оправдания и объяснения в цивилизованном мире. Те жестокости, то насилие, то, что они творили в Чечне. Следующий этап, это был Беслан, когда, добиваясь того, чтобы наш вопрос рассматривался в контексте борьбы с терроризмом, был второй теракт, такой из громких, скажем так, это Беслан. Если вы прослушаете заявление Шамиля Басаева, который в последующем уже дал расклад этому, от начала до конца этот теракт планировался российскими спецслужбами. Дело в том, что человека, которого сейчас многие, наверное, эти нюансы или не знают, или забыли, человек Ходов, которого российская ФСБ внедрила в группу Шамиля Басаева, этот человек, когда пришел, он поделился Шамилем о том, что он заслан ФСБшниками для того, чтобы он вошел в доверие. И Шамиль с Ходовым договорились. Ты им скажи, для того, чтобы ты мог войти в доверие, нужно совершить какой-то теракт. И вы можете сейчас найти это в средствах массовой информации, теракт, который Ходов совершил, чтобы войти в доверие. То есть российские спецслужбы совершили. Они взорвали автобус с какими-то курсантами во Владикавказе. Этот теракт был совершен по договоренности с Ходовым, чтобы Ходов мог войти, и там были жертвы, и убитые были. Вот и на этот раз не удалось, потому что весь мир был в шоке от того, что Путин совершил расстрел детей. И в самый-самый такой момент Шамиль взял на себя ответственность, но в последующем Шамиль разъяснил, что это было и как это было. И нам опять удалось переломить ситуацию с тем, чтобы нашу борьбу или законные требования чеченского народа не перевели в разряд борьбы с международным терроризмом. И уже спустя 3 года после этого Шамиль был назначен Абдул-Халимом Садулаем вице-премьером, я был назначен Абдул-Халимом Садулаем тоже вице-премьером. Мы один политический гуманитарный блок, я возглавлял, Шамиль возглавлял военный блок. И вот шло вот это время. И уже после гибели Абдул-Халима Садулаева, хотя работа над проектом о провозглашении Кавказского халифата, она продолжалась. Дело в том, что Абдул-Халим Садулаев, он был сведущ в религиозных вопросах. Это был духовный человек, он был образованный во всех отношениях, и светское, и духовное образование. И он был очень политически грамотным. На самом деле, я считаю, я поразился вот его умению создавать, планировать, делать заявления, давать комментарии. Несмотря на свой возраст, практически он уже был состоявшийся политик, который понимал, что происходит в мире. И он категорически отказал Исе Умарову, который предлагал ему этот проект, провозгласить Кавказский халифат.
Но когда на аргументы, вот там кавказцы воюют, они не хотят воевать за Ичкерию, за демократическую Ичкерию, они хотят что-то большее для того, чтобы их джихад был оправдан, вот поэтому необходимо провозгласить халифат, именно перевести нашу борьбу на основу, религиозную основу. И это позволяет укрепить наши позиции и нашу борьбу. Абдул-Халим Садулаев, очень четко, правильно разъяснив ситуацию, создал Кавказский фронт. Кавказский фронт, куда входили все эти добровольцы и все отряды на всем Северном Кавказе. И они провели ряд операций. Ну, одно успешное, одно неуспешное. Но, однако, эти силы уже были в структурах вооруженных сил, которым руководил президент Чеченской Республики Абдул-Халим Садулаев. Но после его гибели им удалось Исе Умарову, по нашей информации, по информации наших спецслужб, Иса Умаров является агентом КГБ еще с периода СССР. И об этом было известно очень многим. И по нашим делам он именно проходит. И вот его появление в горах, он со Стамбула вылетел в Нальчик, с Нальчика перебрался в горы, и ровно неделю работал с Доккой. Ровно неделю. Абу Валид, Абу Халид, они присылали кассеты с тем, что он его загипнотизировал. Что Иса Умаров загипнотизировал Докку Умарова, он не хочет никого слушать, и они целую неделю с ним работали. Ты знаешь, на самом деле такая информация была, что Иса, у него есть, он умеет гипнотизировать, он был психологом по своей специальности. И такие, видимо, у него были такие возможности сделать это. Я в это верю на самом деле. Потому что как Докка преобразился за это короткое время, и когда он очень неуверенно читал текст, возьмите и сейчас заявление его, когда он первый раз его зачитывает, это абсолютно однозначно, это не его мысли, это не его заявление, и это не он готовил этот проект. И ни один из муджахидов, командиров, которые тогда находились в Чечне, воевали, ни один из них не был просвещен то, что Докка это готовит. Хотя в это время уже у нас функционировал с 2002 года Государственный комитет обороны Меджлисуль Шура Чираи. Это орган, который находился внутри республики. Также у нас был уже в Стамбуле сформирован еще Абдул-Халимом Садулаем Кавказский совет кавказских алимов, который функционировал и регулировал эти вопросы, религиозные вопросы с нашей борьбой за нашу независимость. Ни те, ни другие не были посвящены. Наоборот, и тех он распустил, и кадия, чеченского кадия, перед тем, как огласить это заявление, он его уволил, вывел из ГКД и уволил его, снял его с этой позиции. То есть это было абсолютно антишариатское решение. Естественно, если исходить из религиозных основ, это было не шариатское решение. Если исходить из политических, это было просто античеченское заявление и структура, которая создавалась, потому что оно полностью ликвидировало нашу государственность, за которой была пролита столько много крови и столько было вложено в это. А с экономической, из других, все разрушалось. Теперь у Путина появлялась возможность открыто говорить о том, что это террористическая организация. Еще в 1999 году возьмите интервью Путина, который он давал в Грузии, комментируя ситуацию с Грузией, на границе Грузии, почему отношения Грузии охладились с Россией, потому что Шеварднадзе им не позволил войти с грузинской стороны. И он там проясняет, дело в том, что мы признали независимость Чеченской Республики Ичкерия, однако они готовились провозгласить халифат от моря до моря. Вот этот проект там вынашивался очень давно. И в конце концов они ее реализовали. Я говорил тогда, я буду говорить сейчас. Я написал об этом в своей книге. Провозглашение Кавказского Эмирата от начала до конца являлось проектом ФСБ. И те люди, которые были вовлечены в это, они являются жертвами этой провокации. Но ни в коем случае ни сотрудниками, ни пособниками
российских спецслужб. Вся работа с ними, российскими спецслужбами, велась через Ближний Восток. А это у них было уже еще в бытность СССР отработано. И Путин, который как раз занимался агентурой, вербовками студентов в Петрограде, тогдашний это был Ленинград, будучи сотрудником ФСБ, он вербовал. И вы знаете, вот вся его клиентура, она была реанимирована на Востоке. И с этого времени, в принципе, и в международных делах снова заговорили о терактах, о исламских террористах. Это все была провокация, и это все, вот часть, то, что произошло с нами, это было звено одной цепи, которой тогда уже Россия, уже совсем с другими российскими спецслужбами на Западе, они вырабатывали такую структуру и такую политику. Дело в том, что тогда, до 1991 года, мир был разделен на капитализм и социализм. Но как только СССР развалился, не было противодействия той системе, и нужно было создавать нового врага. И нового врага создали в лице исламского мира. И этот враг, и этот этап закончился только сейчас, когда американцы вывели свои войска из Афганистана. А до этого времени оно держалось, оно шло на такое угасание, но окончательно это остановилось только после этого. Поэтому я говорю, то, что произошло в Чечне с провозглашением Кавказского Эмирата, это была большая трагедия. На самом деле это была самая сильная провокация российских спецслужб против чеченской государственности. Потому что последствия этой провокации мы переживаем по сегодняшний день. И, к большому счастью, вот только-только начинается понимание. И вот уже вторая часть вашего вопроса относительно Абдул-Хакима. И вот вы можете ему задать вопрос, почему он объединился с структурами вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, и что его привело к этому. Я на этом стоял всегда. А вот их понимание, потому что и возраст, и понимание всего, что происходило, и анализ, эти же ребята не дураки и не глупцы, у них есть мозги, чтобы думать. Да, у них не было академического образования, но они сегодня получили образование по жизни. Вот их опыт в этой борьбе и в этих делах, он намного превышает любого человека, который закончит академическое образование. Я с ними сегодня разговариваю, сегодня, вчера, позавчера. Я просто счастлив. Я счастлив, что я дожил до этого дня. И я теперь уверен в том, что есть кому продолжить дело строительства чеченского государства. В лице Абдул-Хакима и других молодых людей, которые сегодня стали на защиту строя, чеченского государственного строя. А все последующие вопросы, как Шамиль Басаев одно время говорил, что первично, свобода или шариат? Естественно, свобода. Все, кто понимают в шариате, в исламе разбирается, они понимают, что первична свобода. Это сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому идти против всего этого, это означает идти против религии, против самого себя. Ибрахим, я думаю, я закончил.